Сейчас у нас на связи очень важный человек из оккупированного Крыма. Это Эдем Дудаков, общественный деятель крымско-татарский, по скайпу с нами. Здравствуйте, Эдем. Здравствуйте. Известно, что вы вообще занимаетесь всем, следите за всем, что происходит с культурой, с крымско-татарской, в разных ее ипостасях, с образованием и так далее. Вот как, на ваш взгляд, тем более, что вы бывший замруководителя, или руководитель, я прошу прощения, руководитель, да, извините, Комитета по делам национальности Автономной Республики Крым. Вот как изменилась ситуация со школьным и университетским образованием вот за эти годы оккупации? Ну, я еще в 2015 году впервые обратил внимание на то, общественность, что группы с крымско-татарским языковым режимом, а в Бахчисарае были закрыты, и поменяли их на билингвальные группы. Это был первый сигнал. Я тогда это разместил на Фейсбуке. Я хочу пояснить, что такое билингвальная группа. Сейчас ни одной группы с крымско-татарским языком режимом не существует. В этих группах создавалась языковая среда. Я еще раз напомню всем, что крымско-татарский язык включен в интерактивный атлас ЮНЕСКО исчезающих языков. Поэтому создание языковой среды было очень важно. Многие вернулись с депортации и не знали языка. Вот. И так мы, в принципе, подняли на какой-то уровень свое школьное образование. Однако в 2015 году их заменили на билингвальные группы, где эти группы основным, так сказать, родным языком стал русский язык, а крымско-татарский язык стал преподаваться лишь в терминах. И если вы сейчас даже посмотрите, в то время выехал Смирнов, тогда председатель Госкомитета, выехало телевидение, так называемое «Миллет», и показали, что дети там прочитали стишки. Но стишки детям можно научить и на папуасском языке, на любом языке, они быстро схватывают. Вопрос в том, что эти детские сады сейчас, которые так помпезно открывал Ильясов, открывал Смирнов, открывали там Гафаровы, да, эти языки, они фактически опустили крымско-татарский язык до уровня иностранного, и наши школы сейчас не имеют подпитки, так сказать, с детских садов, дети приходят неподготовленными. Особую тревогу вызывает также и вот этот новый закон. Если сейчас еще мы каким-то образом 4 часа можем преподавать на родном языке в наших школах, в которых, в общем-то, осталось 9. Никаких 16 школ нету. 9-10 это максимум, которых можно назвать, потому что все школы с 2 языками обучения, они превратились в русский, якобы по просьбе родителей. Так вот, если сейчас хотя бы мы 4 часа обеспечиваем, то после принятия этого закона, где четко указано, что государственный язык, русский язык будет преподаваться не меньше, чем в обычной русской школе, тогда просто это будет около 2 часов. Россия нарушает и рамочную хартию европейских языков, Европейскую хартию региональных языков и нарушает Всеобщую декларацию прав национальных меньшинств. И это нарушает она уже давно. Даже вот взять вопросы СМИ, которые вот сейчас уволены, там главный редактор газеты Яна Дуня, которая якобы переводила мне, когда я ездил в Анкару, мой доклад по Ханскому дворцу, хотя это было не так. Ну, в театре сейчас творится такая ситуация. В общем, идет зачистка территории. Те люди, которые на первоначальном этапе как бы устраивали, теперь они зачищаются и заменяются функционерами. Это коснется всех областей. Поэтому вот когда касается вопроса телевидения, посмотрите, они закрыли канал АТР, в декларации четко указано, что государство обязано поддерживать этнические СМИ, давать им время, и они должны быть независимы. Они просто создали канал, который вещает пропаганду на крымско-татарском языке, в котором вообще ничего, культурных мероприятий не происходит. То есть это колоссальные потери, которые сейчас, ну так сказать, вот нас язык, наша культура несет. И я, честно сказать,
мне трудно. Я думаю, что сейчас главное привлечь вот к этому внимание, потому что это действительно очень печально.